Мгм. Здравствуйте, уважаемые подписчики. Сегодня в прямом эфире отвечает на ваши вопросы генеральный директор Республиканского фонда защиты прав дольщиков Чусовская Наталья Гавриловна. Ну, вначале разрешите остановиться на итогах 2021 года о том, какая работа была проведена в части решения вопросов по обманутым дольщикам. За прошедший год было исключено из единого реестра проблемных объектов 8 объектов. Из них 3 объекта были завершены строительством и введены в эксплуатацию. Так, в июне прошлого года жилой дом по улице Октябрьск, по улице Лермонтова, да, застройщика «Алмазная корона Преполярия» был завершен силами самого застройщика, и дольщики обманутые получили свои квартиры. Также в ноябре прошедшего года долгострой по улице Каландрашвили, бывшего застройщика «Северная строительная компания», был введен в эксплуатацию новым застройщиком Якутпромстрой. И 48 у нас дольщиков, обманутых по этому объекту, также получили свои квартиры. Также в декабре прошлого года был введен долгострой, это с 2010 года история тянется, это торговый центр «Тысячи мелочей», застройщик «Рост». Также по 5 объектам были осуществлены выплаты федеральным фондом. Более 260 человек получили выплаты, и объекты были исключены из единого реестра проблемных объектов на основании определения арбитражного суда о передаче земельных участков по этим объектам и объектов незавершенного строительства федеральному фонду. Всего были осуществлены выплаты, как я уже сказала, более 260 дольщикам по 5 объектам на сумму более 500 миллионов рублей. Это у нас объекты застройщика банкрота «Семир», 3 дома, дом 1, 3, 5 и 2 объекта застройщика банкрота «Чирофика», блоки Г3 и Г4. Таким образом, на сегодняшний день у нас в реестре проблемных объектов остались 6 объектов, из них по 4 объектам реализуется механизм публично-правовой кампании. По этим объектам, это у нас объекты блоки Г1 и Г2 застройщика Чирофика, также объект по улице Автодорожная бывшего застройщика «Монолит Строй» и многоквартирный дом в селе Чурапча застройщика ИТИ были переданы Республиканскому фонду защиты прав дольщиков, который и осуществляет на сегодняшний день подготовительные работы к завершению строительства этих объектов. На сегодняшний день по этим объектам мы находимся на стадии разработки проектно-сметной документации. Значит, в этом году планируем завершить строительство объекта блока Г1 Чирофика и многоквартирного дома в селе Чурапча застройщика ИТИ. Также будет с силами застройщика строительной компании «Чарон» завершен объект нежилого назначения. Это административно-офисное здание по улице Петра Алексеева. В 2003 году планируем завершить оставшиеся объекты, по которым восстановление прав граждан реализуется по механизмам федерального фонда. Это у нас объект блок Г2 Черов-ИК и объект по улице Автодорожная застройщика «Монолит Строй». Эти объекты будут завершены к декабрю 2023 года. Таким образом, к концу 2023 года у нас в республике не должно остаться ни одного обманутого дольщика, ни одного проблемного объекта. Также в этом году вот из оставшихся на сегодняшний день проблемных объектов, это у нас объект по улице Кальвица, застройщика банкрота «Строймонтаж 2002». По нему в конце 2021 года было принято решение о выплатах, и с 15 февраля уже стартуют выплаты обманутым дольщикам «Строймонтаж 2002». Вот. Ну, разрешите перейти к вопросам. Так. Вот как раз вот задают вопрос по объекту Кальвица. Какой срок приема заявлений по выплате по дому по улице Кальвица? Ну, необходимо тут сказать, что банком-агентом по выплатам выступает Банк Дом РФ.
С 15 февраля по 16 марта здесь у нас в городе будут работать специалисты банка. Они будут располагаться в офисе Республиканского фонда, и они будут принимать документы напрямую от дольщиков «Строймонтаж». Те дольщики, которые находятся за пределами города Якутска и которые не смогут приехать, да, для того, чтобы сдать документы, они могут в дистанционном порядке подать документы в банк. Пошагово весь порядок подачи документов, он размещен на сайте fond2014.ru. Необходимо сказать, что прием документов на выплату, он не ограничен вот этим месяцем, да, а вы можете подавать заявление до окончания конкурсного производства. То есть кто-то находится, например, за пределами вообще Российской Федерации, кто не может, например, вот в эти дни приехать, либо подать документы, то у них есть еще время для того, чтобы получить свои положенные выплаты. Так. Когда начнется строительство на объектах ЧРФК? Ну, значит, по объектам ЧРФК на сегодняшний день проводится разработка проектно-сметной документации. Так. По объекту Г1 планируем приступить к строительным работам с началом строительного сезона, где-то в мае-июне месяце. После завершения проектно-сметной документации необходимо пройти государственную экспертизу проектной документации и провести отбор генерального подрядчика для завершения строительства объекта. Как я уже говорила, что первый объект у нас планируется завершить к концу текущего года, а блок Г2 во втором квартале следующего года, 2023 года. Так, тут задают вопрос по самовольным объектам строительства. Есть ли меры поддержки? Необходимо сказать, что по самовольным объектам на сегодняшний день нет государственного регулирования, так? Поскольку раз самовольный объект – это объект построен, либо в смысле, начинал строительство в отсутствии разрешительных документов. То есть, значит, объект вне закона. На сегодняшний день, как я уже сказала, нету законодательных мер по государственной поддержке гражданам, которые пострадали при строительстве самовольных объектов. Но в октябре прошлого года правительством республики был утвержден порядок формирования и ведения республиканского реестра пострадавших граждан. То есть на сегодняшний день граждане, которые пострадали при строительстве самовольных объектов, могут подавать документы для включения в данный реестр. Для чего этот реестр ведется? Для того, чтобы учесть, сколько у нас граждан пострадало, так, при строительстве многоквартирных домов, которые строились без разрешения. Только когда мы увидим, сколько человек, на какую сумму, тогда уже можно будет разрабатывать какие-то механизмы для того, чтобы восстановить их права. Также необходимо отметить, что именно в городе Якутске у нас расположено большое количество самовольных объектов. И в городе Якутске у нас создана рабочая межведомственная группа под председательством первого заместителя главы города Корнилова Алексея Дмитриевича. Данная рабочая группа уже с прошлого года начала работу. На сегодняшний день уже по некоторым объектам уже принимаются меры для того, чтобы в рамках действующего законодательства либо узаконить объект, например, что касается объекта по Неустроево, да, либо какие-то меры принять для того, чтобы решить вопросы по, например, объекту «Строим вместе» по улице по проспекту Ленина. Вы этот недострой все прекрасно видите и знаете. Так, и еще вопрос. Так, что скажете, что будет с объектом по Можайского 13 дробь Г? Значит, это объекты
ГСПК «Маяк 21 век». Также эти объекты строились как нежилые, да, но эксплуатируются на сегодняшний день э, как жилые. По нему с участием прокуратуры города Якутска проводятся мероприятия для того, чтобы зарегистрировать дома, вот эти объекты хотя бы как нежилые, чтобы у людей было право собственности оформлено. Сколько у нас всего обманутых дольщиков? Ну, на сегодняшний день я сказала, что в реестре проблемных объектов у нас состоит 6 объектов, и по ним у нас по выпискам единого реестра значатся более 500 граждан. Так, как узнать, проблемный мой дом или нет? Ну, во-первых, на федеральном ресурсе единая информационная система жилищного строительства и также на сайте Фонда защиты прав дольщиков ведется единый реестр проблемных объектов. В данный реестр попадают объекты автоматически, когда, значит, застройщик не исполнил свои обязательства по вводу объекта, либо передаче квартир дольщикам более чем на 6 месяцев, либо застройщик объявлен банкротом. А, И система, поскольку все застройщики у нас обязаны регистрироваться в данной информационной системе, то данная система автоматически уже высчитывает сроки и уже автоматически включает объекты в данный реестр, в реестр проблемных объектов. Ну, в любом случае, как вы можете узнать? Если у вас есть договор долевого участия, вы видите там срок ввода объекта в эксплуатацию. Если данный срок у вас просрочен более чем на 6 месяцев, это уже есть проблемный объект. Может ли юридическое лицо получить денежное возмещение? Ну, во-первых, государственная поддержка обманутых дочек направлена прежде всего на граждан. Юридические лица, они не могут быть включены в реестр участников строительства, соответственно, они не могут претендовать на денежное возмещение. Они включаются в реестр кредиторов, и их требования должны быть удовлетворены за счет реализации конкурсной массы застройщика-банкрота. Когда проблемный объект может быть исключен из РПО, ну, из единого реестра проблемных объектов, я так понимаю. Значит, на сегодняшний день у нас есть 6 оснований для исключения из единого реестра. Ну, это, во-первых, ввод объекта в эксплуатацию. Во-вторых, если по объекту принято решение о выплате компенсации федеральным фондом, то на основании определения арбитражного суда о передаче прав и обязательств застройщика данного объекта федеральному фонду. Следующее. Если по объекту всем дольщикам выплачены страховые выплаты. Это в тех случаях, когда ранее договора долевого строительства были застрахованы в страховых компаниях. У нас так по нашим объектам в республике работали страховые компании как «Респект», «Проминстрах», но на сегодняшний день они банкроты. И насколько я знаю, что выплат страховых было ну, незначительно, нескольким можно пересчитать даже людей по пальцам. Это по объектам Северно-строительная компания и по там человек 10, наверное, получили страховые выплаты. И по объекту по улице Автодорожная, Монолит строит, тоже там, по-моему, только один человек получил страховую выплату. Также основанием для исключения из объекта является, если по объекту управление Росреестра не зарегистрирован ни один договор долевого участия. И
Также основанием является, если по всем дольщикам объекта региональными мерами, либо там этим дольщикам выделены квартиры, либо выплачены компенсации, и таким образом удовлетворены их требования. И также последним, совершенно недавно было введено новое основание для исключения объекта из единого реестра. Это значит, если застройщик продлил разрешение на строительство, внес изменения в проектную декларацию по срокам действия разрешения на строительство, и также с каждым дольщиком по объекту заключил доп. Соглашение в части изменения сроков ввода объекта в эксплуатацию. Таким образом, у нас на сегодняшний день существует 6 оснований для исключения объекта из единого реестра проблемных объектов. Так. Дольщики с Кальвица спрашивают, что будет все-таки с домом. Но поскольку на сегодняшний день принято решение о выплате компенсаций, значит, по заявлению Федерального фонда арбитражный суд будет рассматриваться вопрос о передаче земельных участков и объекта незавершенного строительства Федеральному фонду. Таким образом, объект перейдет Федеральному фонду, который в свою очередь потом, ну, скорее всего, выставит на торги. На сайте Федерального фонда размещается информация, какие земельные участки, какие объекты, по которым осуществлены выплаты, предлагаются к продаже. Так. Но тут задают вопрос, 2016 года сдали документы на выезд за пределы республики. Когда ждать выезд? Ну, честно говоря, это, наверное, вопрос касается компенсации по выезду за пределы республики, но это компетенция, скорее всего, Минтруда, Министерства строительства, Министерства труда, да. Так, вот пишут, пострадали при строительстве ЖС, предусмотрена ли компенсация? К сожалению, по гражданам, которые пострадали при строительстве индивидуальных жилых домов, могу сказать, что они вообще по определению не подпадают, да, под понятие обманутый дольщик, и, соответственно, им не предусмотрены компенсации. Почему? Ну, во-первых, это они заключали договора строительного подряда с конкретным подрядчиком, да, и поскольку у нас гражданским кодексом вправе стороны заключать договоры, и надо было все-таки в таких договорах подряда устанавливать условия поэтапной оплаты для того, чтобы хоть сохранить свои денежные средства. Да? То есть, что значит поэтапная оплата? По факту выполненных работ. Таким образом, вы бы защитили свои денежные средства. К сожалению, как я уже сказала, что по договорам подряда при строительстве индивидуальных жилых домов меры государственной поддержки не предусмотрены. Так. Скажите, если купили нежилое помещение, а застройщик оказался банкротом, что тогда делать? Так, ну, это касается у нас дольщиков, которые, например, в многоквартирном доме вступили в долевое строительство на покупку нежилых помещений. Да? Но в соответствии с законом о банкротстве такие дольщики должны встать в реестр кредиторов. И, соответственно, их требования должны удовлетворяться за счет реализации конкурсной массы. Дольщики по нежилым помещениям не могут быть включены в реестр участников строительства. Включение в данный реестр ограничено по нежилым помещениям площадью. То есть могут включиться только если нежилое помещение имеет площадь не менее 6 квадратных метров. Ну что это имеется в виду? Это подсобное помещение, кладовка, либо машинное место, площадь которой не превышает 6 метров.
А если дольщик вступил в долевое строительство на некоммерческое помещение, на офисное помещение, соответственно, он под эти параметры не подпадает и, соответственно, не может быть включен в реестр участников строительства. И он может включиться только в реестр кредиторов. Так. Да, вопрос по Фонд защиты прав дольщиков изменил наименование. Как теперь называется и для чего оно изменилось? Наверное, да? Да, действительно, в конце прошлого года вышел федеральный закон о внесении изменений, 218 федеральный закон о публично-правовой компании Фонд защиты прав участников долевого строительства. Он на сегодняшний день называется Фонд развития территорий. Для чего это сделано? Это происходит слияние Фонда защиты прав дольщиков с госкорпорацией Фонд содействия реформированию ЖКХ. Изменение наименования никак не повлияет на те решения и механизмы, которые на сегодняшний день приняты, например, по объектам, по которым идет финансирование, да, на завершение строительства, и также по объекту Кальвица, по которому принято решение о выплатах компенсаций. Изменение наименования никак не повлияет на деятельность Фонда защиты прав дольщиков по восстановлению прав обманутых дольщиков. Так. Где можно ознакомиться с региональным планом-графиком по проблемным объектам? Так, ну, тут необходимо сказать, что действительно а, есть региональный план-график, дорожная карта по восстановлению прав граждан, который утверждается распоряжением правительства Республики Саха-Якутия. Он актуализируется ежеквартально и размещается на официальном сайте Министерства строительства Республики и на официальном сайте Республиканского фонда защиты прав дольщиков. В данном плане графики размещаются по всем проблемным объектам мероприятия со сроками и по объектам, которые завершает Республиканский фонд, даже сроки начала, завершения строительства. Так, вопрос по Можайского, 13. Если дома по Можайского переведут на нежилые, можно будет перевести в жилое или уже не получится никак? Я так думаю, что на сегодняшний день по результатам экспертиз, насколько я знаю, да, невозможно, они не подпадают под понятие жилое помещение. Поэтому на сегодняшний день надо хотя бы оформить собственность на нежилое помещение. Это тоже собственность. Когда жителям Можайского ждать решения прокуратуры? Или можете подсказать дальнейшие действия? Меня очень волнует. Так, ну понятно. А там живет мама и брат. На сегодняшний день дольщики Можайского 13/3 Г должны были подавать исковые заявления в городской суд. Так, если более подробно необходима информация, вы можете обратиться на Регфонд 14. Мы вас более детально проконсультируем, какие дальнейшие, какие действия, мероприятия проводятся по вашему объекту. И еще бы хотелось дополнить, что по всем объектам самовольного строительства вы можете также обратиться в город Якутск, поскольку они более глубже погружены в тему и работают в этом направлении.
Так, уважаемые подписчики, пожалуйста, еще вопросы. Так, rigfon14.ru. Это вот кто хочет еще дополнительно задать вопросы, написать, пожалуйста, обращайтесь. Мы ответим. Так, ну давайте я еще раз повторю, что мы планируем в этом году. В этом году мы планируем завершить строительство двух объектов. Это блоки Г1 Чирофика в микрорайоне города Илинка, города Якутска, и объект в селе Чурапча, это многоквартирный жилой дом с офисными помещениями. Далее, значит, в третьем квартале силами застройщика должен быть завершен объект административное здание по улице Петра Алексеева, застройщик строительной компании «Чарон». Вот 3 объекта в этом году мы планируем завершить строительство. В следующем, 2023 году, мы планируем завершить строительство объекта по улице Автодорожная, вторая очередь объекта застройщика «Монолитстрой» и блок Г2 застройщика «Черефика». Такие планы у нас на текущий год и на следующий год. И с выполнением данных задач у нас к концу 2023 года не останется ни одного проблемного объекта и ни одного обманутого дольщика. Также необходимо отметить, что мы проводим еще превентивную работу, чтобы у нас единый реестр проблемных объектов не пополнялся новыми домами. Да. Например, вот в прошлом году были введены 2 объекта, которые находились в зоне риска по включению в единый реестр проблемных объектов. Это многоквартирный дом по улице Калица, застройщика «Стрела». Так, и также объект нежилого назначения. Это офисное помещение с гаражами в 203 микрорайоне, застройщик Саха-Паркинг. Также на сегодняшний день у нас ведется работа по вводу объекта ПЖСК «Прогресс». Это по проспекту Ленина. Необходимо отметить, что это у нас единственный жилищно-строительный кооператив, который осуществляет строительство с привлечением ну, средств граждан, да, по договорам пая. Вот. Так, ну еще хотелось бы сказать, что на сегодняшний день все застройщики еще с 2019 года обязаны работать с применением escrow счетов. Что это значит? Это значит, что денежные средства дольщиков не попадают в руки застройщиков, а находятся на специальном счете в банке. То есть застройщик не сможет использовать данные средства и сможет получить только когда завершит объект и получит разрешение на ввод. Таким образом, средства граждан защищены на сегодняшний день. По старым правилам, на сегодняшний день у нас по старым правилам застройщики у нас завершают строительство 5 объектов. Эти объекты у нас не находятся в зоне риска, они будут завершены в установленные в проектной декларации сроки.
Так, ну, уважаемые дольщики, уважаемые подписчики, еще вопросы, пожалуйста. Так, ну, уважаемые подписчики, вопросов больше не поступает. Ну, тогда разрешите завершить прямой эфир. Всем спасибо за ваши вопросы. До свидания.